Вот на этой избитой уже истине мы и попали в гости к самому нетрадиционному французу страны. Прапрадед биотерапевта Жерара Лебро китаец, а родился Жерар в Марокко и вобрал в себя 3 цивилизации, лучшие из восточной, западной и африканской культуры. С порога его дома нас окутала атмосфера спокойствия, безмятежности и счастья. Доктор философии Жерар учился с монахами в Шаолине, много ездил по свету, а на стенах его кабинета висят фотографии 7 его учителей. Изучив множество религий и философских течений, Жерар не отдает предпочтения ни одной из них. Его религия, вбирающая все, это энергия жизни. Qu'est-ce que c'est? Chi, énergie. Контакт с землей, дыхание, эмоциональная и умственная деятельность, энергетика организма – это составляющие его теории. Много внимания Жерар уделяет дыханию, дыхательной гимнастике. Ведь дыхание – это первоочередная необходимость, умение, с которым мы рождаемся и умираем. Первое и последнее, что нам дается в жизни. Являясь биотерапевтом, Жерар не признает антибиотиков, ведь само их название «антибио» переводится как «против жизни». Микробы могут успешно нас атаковать только в том случае, если организм ослаблен какими-то неполадками, причины которых могут восходить к эмоциональному и энергетическому уровню человека. Он помогает пациентам стать сильнее, учит помогать самим себе, устраняя первопричину болезни. Многие начинают использовать болезнь как предлог для дальнейшего с ним общения, но пока Жерар не берет учеников. Уникальная коллекция Жерара – это статуэтки Будды, привезенные из Китая, Тибета, Индии, Непала. Для Жерара каждая статуэтка дорога, и ни одну нельзя выделить, так как Будда един в разных лицах. Как он объяснил нам, каждый Будда в своем роде истина, а все вместе – это истина в целом. Много ли буддистов во Франции? Нет, скорее всего нет, хотя популярны боевые искусства. Его друг основал школу боевых искусств, где Жерар учит дыханию и энергетике. Как научиться быть спокойным и счастливым? Надо слушать свое сердце и свое тело. Это одновременно просто и трудно. Один из его учителей сказал: когда мы рождаемся, все улыбаются, а мы плачем. Надо прожить жизнь так, чтобы когда человек умирал, все плакали, а он один улыбался. Как мы должны питаться? Я питаюсь дыханием и чувствами, поэтому на тарелке не должно быть много пищи. Вы вегетарианец? Да. Первоисточник питания – растения. Корова ест траву, и когда мы едим корову, мы тоже едим траву. Вы счастливы? Heureux? Счастлив? Ah oui. Да, я счастлив. Ah oui. А почему? Hein? Parce que c'est beau la vie. Потому что жизнь прекрасна. La vie, elle est Я parfaite. могу видеть, Il слышать suffit и de savoir чувствовать. regarder, écouter. В гости к Жерару пришла хореограф Татьяна, которая так любит Россию, что не только изучает русский и мечтает побывать в Москве, но и назвала своего темнокожего симпатичного сына Гришкой. И это имя официально записано в его документах, что стоило родителям долгих хождений по департаментам. Услышав, что Жерар вегетарианец, мы слегка затасковали, но сразу успокоились, так как из кухни доносились весьма заманчивые запахи. А в конце восхитительного ужина, приготовленного хозяйкой дома Жанет, стало понятно, что с такой женой действительно нельзя не быть счастливым. Это был пример классической французской кухни, которая идет от сердца и обещает гурманам тонкие запахи, ароматы и специи. И здесь все в рамках традиций. На столе друг за другом появлялись и, конечно, быстро исчезали обязательная для начала ужина дыня, салаты с различными соусами на выбор, овощная запеканка тарту легум, достойная пера поэта, тушеная курица и пицца, от которых невозможно было отказаться. Заканчивает ужин в обычном французском доме листьями зеленого салата, различными сортами сыра и десертом. Кстати, нам повезло. Многие молодые французы варят кофе в микроволновке и переходят на пищу быстрого приготовления. Напоследок в доме французского биотерапевта нас угостили настоящим зеленым чаем, во время которого неблагодарных гостей посетила ностальгия по родным позам и чаю с молоком.